Как у нас сегодня состав, Сахалин Миланович? Нет, в первую очередь, экологи все у нас собрались? Экологи все. У нас не получится, что какой-нибудь одной партии принадлежности экологи? Жураковский Александр находится здесь. Это руководитель общественного движения «Защитим природу Якутии». А вот он в студии. Барамыгин, это Общественная палата Республики Саха-Якутия, комиссия по экологии. Госсобрание Ултумен, комитет экологии здесь находится. Ну, то есть все у нас здесь находятся. Отлично. Все экологи. Да, ну давайте, уважаемые, еще раз, депутаты, смотрю, тоже здесь у нас отлично. Давайте вот по повестке дня сегодня, по созданию промышленного кластера. Вот я хотел собрать вас для чего? Сегодня в Якутии задача стоит научиться красиво, то есть сбалансировать промышленность и природу. Так, чтобы мы в действительности чувствовали и развитие, то есть бюджетную часть какую-то пополняли, и в то же время мы могли сказать, что мы здесь живем в Якутии, бережем природу Якутии, уважаем и следим за ней. Это задача у нас вот номер один. Но когда у нас все недра вывозят, соответственно, где-то перерабатывают, это большой минус для республики. Почему? Потому что мы не развиваемся, мы не строим школы, мы не ставим, не улучшаем здравоохранение, мы не делаем дороги и так далее, и так далее. То есть все это сказывается тоже минусом. Вот смотрите, мы потеряли газохимический завод, который построили в Свободном. Он сегодня принес Амурской области 19 миллиардов рублей плюсом в бюджет. У них там и так был маленький, где-то 40 миллиардов. Сегодня плюсом 19 миллиардов. Они все там счастливы и радуются, потому что эти деньги пошли на развитие Амурской области. Но газ наш полностью. И мы получаем 3 копейки за газ. А в итоге с продукта, которого газа они сегодня перерабатывают, они получают 19 миллиардов. Вот это просто произошло, потому что мы не нашли баланс, не защитили и не доказали о том, что настолько сегодня это защита, ну то есть экологически чистое и правильное производство, по которому можно сегодня зарабатывать и получать. А то, что мы сегодня отдаем газ и делаем пустоты в земле, никто с этого почему-то не подумал и не задумался. Поэтому у меня просьба, вот я почему хочу собраться со всеми вместе с вами, говорить, либо мы развиваемся, но и развиваемся в строгом балансировании, о том, что мы следим за природой, мы следим за заводом, от момента проектирования его и до его работы. И говорим, что, какие требования, вместе с вами вырабатываем все эти требования, весь комплекс мероприятий, который необходим по защите экологии, сразу говорим при проектировании и во время строительства. И комиссию создаем такую, чтобы вот вы вместе могли находиться, смотреть каждый этап этого движения. Любого завода, который сегодня будет у нас в промышленности происходить, при строительстве промышленности. Потому что если мы будем бояться этой промышленности, мы будем находиться вот. Вы знаете, вот я ездил депутатский, смотрел, какие наковыряли там дыры. Такое впечатление, что не 30 лет назад оттуда ушли, а вот только вчера ушли. Все брошенное, все выброшенное и так далее. Вы посмотрите, сколько у нас железа по Якутии валяется. Почему оно не востребовано, объясняю. Да потому что стоимость сегодня, логистика вывоза этого железа стоит очень дорого. Никому оно не интересно вывозить. Когда появится своя металлургия и свое это производство, мы как пылесос вычистим полностью все железо в Якутии. И приведем в порядок сразу. То
То есть несколько зайцев убьем. Поэтому вот давайте договоримся. Я хотел сегодня вот по первому заводу, который мы хотим, и договорились о финансировании и строительстве его здесь, на юге Якутии, чтобы вот доложили и рассказали, вот инвестиционный блок у нас, вот Макаров Рустам Николаевич, пожалуйста. Да, спасибо, Андрей Владимирович. Надеюсь, меня хорошо слышно, коллеги. Макаров Рустам Николаевич, исполнительный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке Минвосток развития России. Я сегодня вот в той должности, в которой представляю федеральный центр и ту структуру, которая в долгие годы работала и, собственно говоря, и создана для того, чтобы искать кого-то в мире, для того, чтобы этот кто-то захотел вложить свои заработанные им или где-то добытые им миллиарды, ну, мы говорим о заработанных миллиардах, в российский Дальний Восток. Более того, я уверяю вас, в очередь никто не стоит. В очередь стоят на инвестиции в Китай. Если мы говорим про инвестиции европейские, американские, несмотря на политику, в очередь стоят в Австралию, вот, на Дальний Восток в очередь никто не стоит. Поэтому, когда меня спрашивают, и в свое время много вопросов нам задавали, когда мы в министерстве начали программу по привлечению инвестиций в большую, тяжелую промышленность на Дальний Восток, меня всегда спрашивали, зачем же вы это делаете, зачем же вы всю грязь-то на Дальний Восток несете. Я в этом случае всегда приводил, как бы тут оправдываться не надо, потому что, во-первых, мы этого не делаем, во-вторых, я всегда приводил в пример Австралию. Все восхищаются Австралией, я знаю энное количество людей, бывших жителей Дальнего Востока и Якутии в частности, которые ныне живут в Австралии и восхищаются этой страной. Дорогие друзья, знаете ли вы, из чего состоит знаменитый ВВП Австралии, который считает себя зеленым континентом? Так вот, больше половины ВВП Австралии – это только один вид промышленности – добыча и экспорт железной руды, фосфатов и угля, коксующегося и энергетического. Все. Вся экономика Австралии создана на ресурсном потенциале. Но австралийцы тоже понимают, что просто добывать нельзя, они начинают сейчас это у себя глубоко перерабатывать. Никогда не было понятно, чем же все-таки Дальний Восток России и почему Дальний Восток России должен отличаться от такой замечательной, по мнению многих россиян, страны, как Австралия. Поэтому мы много лет назад начали программу, в том числе с правительствами разных стран, и Индии, и Китая. И вот за последние 2 года, ну, на мой взгляд, сделано очень много. Больше пока это все, честно признаюсь, в словах, в пресс-релизах, но по-другому никак. Если в свое время австралийцы 30 лет назад начали привлекать инвестиции, то вот 20 лет назад деньги к ним поплыли ручьем, и вот за 20 лет Австралия стала зеленым, по-настоящему зеленым, красивым, качественным континентом. Мы начали заниматься этим 3-4 года назад, и вот буквально несколько недель назад, на самом деле это большая победа, правительство Республики Саха-Якутия, наш первенец в большой промышленности, подписало в лице Андрея Владимировича Тарасенко, подписали обязывающее соглашение с первым китайским инвестором, который готов вложиться в промышленность. Я хотел бы здесь сейчас более подробно остановиться. Если кому-то меня надоест слушать, вы мне скажите, я там к деталям перейду. Но это важно. Важно понимание того, зачем мы это делаем и что мы делаем. Сегодня абсолютно прозрачно и понятно, что из себя представляет Республика Саха в отношении горнодобывающего дивизиона. Это попытки где-то на севере, уже попытки на протяжении последних многих десятилетий начать разработку редкоземельных месторождений, я имею в виду Тамтор. Это работа золотодобытчиков. Здесь как бы вопросов нет. Золото, руду добыли, на фабрике промололи, золото достали и отправили. Это очень простой процесс. Уголь. Добыли уголь,
А все дальнейшие переделы, связанные с углем, находятся далеко за пределами Якутии. Все рабочие места, налоги, выручки и социалка от переработки угля находятся совсем... Можно, Андрей Ильич, можно я перебью? Ну, Да-да-да. я извиняюсь, Прокопьев. Во-первых, господина Макарова как-то не представили. Это раз. Во-вторых, значит, нам Австралия это особо не интересно. Нам хотелось бы послушать информацию о технологии работы, в целом, об объемах и так далее, более конкретно. Спасибо. Ну, давайте я тогда не буду делать вступление, давайте тогда перейдем к процессу. Значит, что такое кокс? Кокс – это сырье для производства чугуна. Для чего нужен чугун, наверное, тоже всем понятно. Из чугуна потом делают сталь. А из стали делают все, что вокруг нас с вами окружает. Мосты, автомобили, холодильники и так далее. Так вот, сегодня на территории Якутии идет добыча угля, где-то даже обогащение, не везде, и дальше отправка на экспорт и внутри страны. Завод, который мы предполагаем к строительству, это завод, который будет перерабатывать этот уголь, делать из этого угля металлургический кокс. Мы понимаем, что на территории Якутии огромные залежи коксующегося угля. Это не только Нерюнгринский район, но это, в смысле, это не только Нерюнгри, но это и месторождение Эльга, которое сейчас начинает развиваться. Поэтому есть предпосылки для того, чтобы на территории Южной Якутии, мы говорим сейчас именно о Южной Якутии, для уменьшения логистического плеча, построить коксохимический завод. Я не знаю, насколько удалось вам всем увидеть те несколько слайдов, которые мы заранее готовили по производству кокса. На этих слайдах видно, что производство кокса – это, первое, 3 вида непосредственно самого продукта переработки угля. Это коксовая мелочь, сам кокс и, соответственно, ой, господи, как называется-то? Сейчас скажу, как называется. И коксовая мелочь, металлургический кокс и коксовый орешек. Это, на самом деле, различные фракции, которые выдаются из коксовой печи. А более того, вот все остальное, что в момент спекания кокса происходит в химических реакциях, это у этого процесса 2 варианта. Либо все это воздух, да, либо все это уловить. И если все это улавливать, а именно современные коксохимические производства, это производство абсолютно замкнутого цикла, то мы на выходе получаем сульфат аммония, мы получаем продукты смолоперегонки, мы получаем нафталин, мы получаем бензолы, толуолы, сольвенты и так далее. То есть вся полная линейка, которая на самом деле содержится в земле, содержится в угле, потому что уголь – это многокомпонентный продукт. Кто с химией знаком, тот это все знает. Вот. Современные коксохимические технологии – это технологии полностью замкнутого цикла. И тот, кто разбирался в коксохимии, понимает, что основной вопрос всегда заключается в том, а как же… Да, спасибо огромное. Вот технологическая схема перед вами. И в коксохимическом производстве основной вопрос заключается в тушении кокса. Потому что сама технология производства кокса, она понятна, абсолютно замкнутая коксовая печь, вот эта ячейка, в которой находится кокс, который спекается в течение определенного времени. Те отходящие газы, они улавливаются внутри, то есть на самом деле выхлопов вот из самой коксовой печи нет. Кстати, коллеги, отвлекусь. Мы провели выездную, назовем так, экскурсию, выездную командировку на западносибирский металлургический комбинат компании «Евраз». С вашими коллегами с Министерства промышленности, с Министерства природных ресурсов и экологии, с инвестагентства Якутии было показано полностью все металлургическое производство от агломерационного и коксохимического производства до прокатного. Поэтому, если у вас внутри какие-то вопросы там еще останутся, вы, конечно, Максим Викторович, да, коллег можно будет подключить для того, чтобы они
рассказали, что такое завод, внимание, которому более 50 лет. То есть мы ездили на Западно-Сибирский металлургический комбинат, и ему более 50 лет. То есть те технологии, которые мы видели, это не новые технологии. Это советские, пока все еще не переработанные, не модернизированные мощности. Современные мощности, которые мы видим в Европе, которые мы видим в США, которые мы видим в Китае, это современное оборудование, которое отвечает требованиям экологических стандартов значительно более жестким, чем в России. То есть я хочу сказать, что в Китае экологические требования на протяжении последних 10 лет намного жестче, чем в России. И когда китайские заводы размещаются сейчас в разных странах мира, поверьте на слово, я просто видел сам, и когда границы откроют, мы обязательно обязаны организовать экскурсию, то есть мы организуем, наверное, поездку, попросим руководства республики на современные металлургические предприятия китайские, чтобы вы сами воочию увидели, что это такое. Так вот, возвращаясь к нашему проекту, мы планируем, что мы будем строить в два этапа 4 коксовые батареи. 2 коксовые батареи по 1 миллиону тонн кокса будут работать 100% на экспорт, а 2 коксовые батареи также по 1 миллиону тонн будут работать в качестве сырья для будущего металлургического предприятия, если у нас с вами сложится вопрос, связанный с добычей железной руды, которой также много в Южной Якутии. Рабочие места, которые мы получим на этом предприятии, 1500 человек. 1500 человек мы должны будем найти, либо переобучить. Если у нас будет выбытие из действующих предприятий в городе Неринге, это замечательно. Если нет, это значит, что та молодежь, которая сейчас есть, которая учится, получит новые специальности, получит хорошую работу с хорошей заработной платой. Коллеги, вот я просто не запомнил, кто меня там перебил, когда я точнее уже не про Австралию, а про экономику рассказывал. Может быть, мы перейдем тогда к вопросам с вашей стороны, потому что так будет проще. Вы будете мне задавать вопросы, я буду отвечать. Это первое. А второе, я предлагаю сделать экологическую рабочую группу, в которую бы вошли не просто вот, там, представители институтов развития Дальнего Востока, а в первую очередь вошли те специалисты, которые с вами будут разговаривать на языке предельно допустимых концентраций, технологий, потому что это очень важно. Говорить о том, что все будет грязно, это пустые слова. Я бы хотел, чтобы мы говорили с вами на одном едином техническом языке, потому что, вот, например, завод, как Андрей Владимирович правильно приводил в пример, завод по очистке газа. Вообще мне не совсем понятно, чем он загрязняется, если газ вошел жирный, газ вышел сухой в Китай, а в цистерны залили сжиженные углеводороды. Там даже белого дыма не предполагается. То есть, чудес-то не бывает. Из земли достали газ, разделили в две стороны. В одну сторону одна фракция попала, в другую другая. Вот. Здесь такая же ситуация, когда мы говорим о производстве кокса. Есть разные технологии тушения. Есть технология мокрого тушения кокса. Это, скажем так, историческая технология. А сейчас в мире повсеместно внедряется технология сухого тушения кокса, когда вода не используется вообще, то есть не нужна вода в притоке, из рек пресная, азотом тушится кокс в абсолютно герметичной закрытой конструкции. В этом случае у нас вообще нет никаких выбросов не только мокрых, но и сухих. Вот, поэтому все, что планируется, во-первых, планируется по современным технологиям, потому что других просто не существует. Во-вторых, российская система общественных слушаний, система прохождения экологической экспертизы, она устоявшаяся, она рабочая. В прошлом году в России было несколько примеров того, как Росприроднадзор в лице главной экологической экспертизы России выдавал отрицательные заключения некоторым вроде бы мощным проектам, поверьте на слово,
еще более мощными и в том числе административно акционерами. Это было не на Дальнем Востоке, это было в европейской части страны, но проекты получили отрицательное заключение главы госэкспертизы и реализовываться не будут. Поэтому, естественно, наши инвесторы все это понимают. У нас еженедельно идут видеоконференции, вчера была очередная. И более того, проектировать подобного рода предприятия будут российские институты, которые, ну, собственно говоря, понимают и знают, что такое российские нормы, требования в коксовой промышленности. Таких предприятий всего два института на территории России, один на территории Украины. То есть вот 3 организации на постсоветском пространстве, кто способен запроектировать химическое производство. И кто это делает. Например, на Северстале в прошлом году в Череповце введена в эксплуатацию в первую очередь 11-й коксовой батареи. Я просто сам в прошлом житель Череповца, работник Северстали, и мне есть с чем сравнивать. Вот, поверьте на слово, есть с чем сравнивать. Я раз в полгода бываю в Череповце у родителей, и я видел эту стройку. Это глобальное, мощное, чистое, современное производство. Есть с чем сравнивать, потому что в Череповце стоят там еще старые 60-летние батареи коксовые, а есть новые. Вот, поэтому не предполагается думать о том, что вот взяли и что-то построили непонятное, загадили все вокруг. Я не знаю, кто и когда в последний раз был на угольных месторождениях и угольных разрезах в Якутии, но я был там совсем недавно. Вот. Поверьте на слово, на территории Коксахим производства будет намного чище, чем на территориях действующих сегодня угольных разрезов. Намного чище, в разы, просто даже внешне. Вот. Поэтому, коллеги, может быть, давайте вопросы, потому что лирикой можно много заниматься. Я вот начал с лирики, там, с Австралии, да, но вы меня прервали, согласен. Внимательно вас слушаю, готов записать. Если на что-то технически не отвечу, не будучи химиком-технологом, то как раз эти вопросы запишу, и мы с Андреем Владимировичем подумаем, как максимально быстро сделать экспертную рабочую группу со специалистами, которые смогут ответить на все ваши вопросы. Уважаемые коллеги, друзья, вот мы собрались вот для того, чтобы вот каждый шаг взвешенно делать, каждый шаг консультироваться, выслушивать ваше мнение, принимать какие-то, знаете, меры экстренные, если что-то, то есть любая бумага, любое действие, мы будем вот таким методом идти. Потому что мне сегодня хочется в действительности сделать здесь правильно все и найти вот этот баланс, понимаете? Потому что если мы будем друг друга обвинять в чем-то или выполнять какие-то заказы, ну, то можно спокойно тогда всем нашим детям собраться и ехать в Москву и Питер, и жить там. Понимаете? Ну, тогда о каком развитии вообще можно говорить республики? Поэтому Андрей Владимирович, давайте, может, вопросы от коллег послушаем, потому что давайте. Мы первый раз собрались, мне бы хотелось понимать посыл, то есть о чем идет речь, потому Это что... первый наш шаг, первый шаг. Хотелось бы, чтобы вот сразу говорить и разговаривать нормальным вот языком с друг другом. Пожалуйста, давайте вот вопрос. Андрей Владимирович. Да, пожалуйста. Добрый день все. Ну, наверное, сейчас еще рано, говорить о каких-то вопросах. Просто надо концептуально принять решение. Я сторонник вообще получения конечного продукта какого-то, в конце концов, у нас на территории Республики Саха-Якутия, потому что мы сегодня являемся сырьевым придатком. У нас скоро будут добываться и на Арктике газ, нефть и так далее. То есть, как бы там мы ни кричали во всех углах, там родимые, нерадимые, но весь мир строится, тут даже не лирика это. И просто вот вместо того, чтобы там заняться, вот то, что вы сказали, там будем все согласовывать, это вот бюрократизировано, и на бумаге там может все должно быть. Надо просто один раз посмотреть, вот тем, кто в конце концов занимается, вот как Баба Яга против, да, посмотреть, вот как развивается. Вот, да, не надо в Австралию там ехать. Тут по России-то можно посмотреть, много у нас заводов, которые еще где-то что-то там занимаются. Ну, тем более ИСПГ надо было посмотреть.
в будущем, почему мы у себя светлые нефтепродукты не должны получать. То есть надо идти развиваться. Технологии сейчас, я вот как инженер могу сказать, технологии изменились уже последние 20-30 лет, даже не 30. Вот у нас уже приходят те технологии, уже сегодня доступны мировые технологии. Да. Если в свое время нежданский рудник со своими вот упорными рудами было очень трудно было бы обогащать, но сегодня полиметалл работает и работает на канадской технологии. То есть они доступны, мировые технологии сегодня доступны. Мы их можем брать у них готовые, просто с ними договариваться, они к нам его пути привозят, ставят. Кстати, мы в самом выгодном положении сегодня находимся, потому что кто-то это проходил через свои опыты, через свои там ошибки и так далее. Но та технология, которая сегодня вот везде, даже в добыче, да, вот уже последние, наверное, вот 20 лет в основном, все замкнуто. Это вот мы что-то вспоминаем, даже те люди, которые вот против, они в глаза-то не видели, что там раньше творилось и какие были подходы не только у нас. Не надо там видеть, вот это Советский Союз только этим занимался. Это было всюду и везде. Но сейчас уже этого нет. Этого нет. И даже это не видели. А просто где-то что-то услышали, где-то что-то там кто-то сказал, кто-то на уровне слухов, какие-то небольшие там знания, даже мы каких-то, если даже не имеем, но мы пытаемся быть экспертами. Этим должны заниматься экспертные группы. Это не обязательно там должны быть там, ну что там, депутаты придут, посмотрят, ради бога, это надо поддерживать. Но вот сколько раз мы проходили в разных там ипостасях, когда и в Алмазах мы работали, там большие фабрики там строили, все, что мы там делали, все проходило через главную экспертизу. Там просто так не проскочишь. Там есть регламенты, там есть работа, там работают спецы, вот как раз те, кто, так говорится, собаку съели. Поэтому я считаю, что концептуально надо принять. Принять надо не только вот сегодня, допустим, по коксу, да, но в будущем надо просто знать, понять, что мы будем строить все, что дает конечный продукт. Вот что. И не надо там кричать везде, что у нас ранимая. Природа везде ранимая. Каждой точкой ткните вот эта глупость, она везде ранимая. Просто надо вот правильно подойти, проекты надо посмотреть, но мы должны просто знать, будем строить. Остальное, это уже просто вот ни о чем. Мы, если вот это решение примем сами, население, там, очень много у нас экологов, общественников, я попросил бы их вот как бы на этом не стараться делать имя, не стараться там строить какие-то вот эти бесконечные противостояния. Мы никогда не выговоримся с того, своих вот этих 200 миллиардов, из них субвенции 50%, и будем с протянутой рукой ходить, и у нас не хватает ничего, на самом деле, сегодня. Вот уже я 4-й созыв работаю депутатом, никогда не хватало ни на инвестиции, ни на строительство, ни на что. Так и будем жить, проживать. Спасибо. Спасибо. Ну, правильно вы говорите. Вот смотрите, Казань. Я не буду Австралию говорить. Казань, Татарстан. Когда 5 лет назад глава Татарстана принял решение делать конечный продукт, потому что все с Татарстана вывозилось. Также он, как примерно Якутия, такая же здравница вот этого всего, недр всех этих, понимаете? Как только стал заводы ставить, у него стало 650 миллиардов рублей. Он стал строить, он стал школы делать. Вы посмотрите, какие дороги там. Там пешеходные, даже светятся пешеходные переходы. Все для людей сделал. Школы сделал с бассейнами. Дети все рады. Наши дети поехали в Татарстан учиться. Представляете, до чего дошло? Казалось, мы что, сами не можем сделать это? У нас должна начаться тотальное вот это строительство всех заводов, какие только можно здесь строить. Металлургическое, ради бога. Везде металлургические заводы работают, Узбас работает, где-то еще работает, но и живут там люди. Ничего с ними не случилось. У нас 2 мешка земли выкопали, в 200-300 километрах житель раком заболел. Мы уже совсем уже куда-то двигаемся, непонятно, в пещеру. Мы алмазы добывали на Маяке, 400 километров поселок, и там-то никакой химии, да ничего, просто грунт перемещается с одного места на другое, а у них все рак. На следующий день
Ровно один день прошел, на следующий день через суд у всех рак. Это надо прекращать. Истерию вот это надо прекращать. Все, у меня все, я больше не буду говорить. Спасибо. Спасибо еще раз. Вот хочу тоже попросить, потому что вот Казань, я опять привожу пример. Он жестко глава поставил. Он поставил экологов, общественников. На каждый проект целое совещание собирается. Каждый рассматривает этот проект. Каждый показывает минусы. Вот я увидел, когда он идет строительство крупнейшего сейчас там завода, я увидел, как он собирает, все экологи у него в кабинете сидят. И каждый проект рассматривается, и каждый делает замечания. И каждый видит, вносит свою лепту, показывает, что нужно сделать, где он не согласен. Даже забор, когда ставится, не дай бог там маленький ручеек какой-то перекрывается, уже это ЧП, понимаете? И я вот увидел, как можно в действительности сбалансировать сегодня и промышленность, и природу. То есть мы почему к вам хотим сегодня и прийти, и говорить, вы должны нам помочь, и мы к вам как к консультантам обращаемся, и поддержки ищем. Почему? Потому что все мы за природу, но жить тоже хочется в этой природе. Поэтому давайте вместе. Вот какие у вас для начала вопросы есть, что от нас нужно, чтобы мы освещали это дело, как вас привлекать, каким образом вместе найти вот этот слаженный путь, чтобы мы друг друга слышали все. Пожалуйста, задавайте вопросы. Можно задать вопрос? Да, пожалуйста. Владислав Коротов, общественник. Вот каждый раз из общественников, из населения делают жупел, что мы противимся прогрессу, что мы ложимся под танк производства, которое у нас прогрессирует. Мы просто на самом деле хотим узнать. Правительство заключило договор, соглашение о строительстве химического завода. Где проект? Были ли общественные слушания? Принимали ли в этом процессе обсуждения населения каким-то образом? Вот и все, что мы хотим знать. Мы никоим образом не выступаем против прогресса. Мы за то, чтобы у нас тоже было налаженное производство, чтобы у нас наши недра перерабатывались на месте, чтобы народ от этого что-то имел, а не все вывозилось. Просто мы хотим прозрачности, чтобы общество тоже в этом участвовало. Не просто у нас правительство село и решило, а чтобы население, где все строится, знало бы. Андрей Спасибо. Владимирович, разрешите Простите, я... пожалуйста. Секундочку. Простите. Подождите, дайте я отвечу Владиславу Петровичу. Владислав Петрович очень хороший, правильный вопрос задал. Поэтому вот я почему и собрался. У нас сегодня начальная стадия идет. Мы заключили соглашение. То есть мы только подходим к проектированию и разговору, что, где мы будем строить. Это первично, первая стадия только. То есть мы намерение утвердили. Никакого еще не проектирования, никакого еще общественного слушания не было. Вы знаете, есть разработана методика, как построить завод и какие действия там должны пройти. Так вот, мы сегодня в нулевой стадии. Мы только договорились, уговорили инвестора вложить деньги. Все. Больше ничего. А теперь мы начинаем вместе с вами идти к этому процессу, где, когда и сколько и какой мощности мы поставим этот завод. Андрей Владимирович, можно я дополню? Я думал, Да, промолчу все-таки. Как практик, который прошел десятки, там, ну какие десятки, ну около сотни, наверное, этих общественных слушаний. Общественные слушания, они будут происходить, когда есть проект. Вот почему я сказал, в первую очередь мы должны принять решение, что да, мы идем по этому пути развития и всех инвесторов, какие только истащим, а потом только начинается, не на стадии вот этих переговоров мы должны там собирать людей. Общественные слушания, они будут проходить именно только на тех территориях, где будут располагаться те или иные заводы. Это или поселковые муниципалитеты, это и улусные муниципалитеты, это будут принимать участие все, не только общественники, но и население, они будут задавать вопросы. Это вот первое. Второе.
там есть регламент целый. Вот после того, как только все еще пройдут этапы, только после согласования можно уже получить там и земельные отводы, и горные отводы, и так далее, и так далее. То есть потом еще плюс ко всему не только вот есть общественное слушание, и есть еще вот эта экологическая экспертиза, есть согласование с природоохранными мероприятиями, потому что это там что-то, да, включая там и Министерство культуры и так далее, не дай бог, там какой-то парк культурное культурное наследие находится. Сейчас еще с археологами мы заключаем, с археологами согласовываем, потому что вдруг там когда-то каких-то веках кого-то захоронили. То есть это целое, нет такого, просто вот пришли, поставили завод. Чтобы до завода дойти, это лет 7 надо. А вот чтобы эти 7 лет не проболтать, сегодня надо дать республике всем зеленый свет. Вот это надо принять в каком-то вот, давайте проведем референдум или какое-то там общее там это, что никаких вот этих истерий не должно быть, просто идем согласно регламента. Он полностью это отработано, мы это все проходим. Каждое вот этот, что бы там человек, чем бы ни занимался, это что касается промышленности, он полностью это проходит. От начала до конца. Пока этого не будет ни горного отвода, не будет ни земельного отвода, никаких работ там не надо будет проводить. Спасибо. Спасибо. Владислав Петрович, я еще хочу сказать, вот рассказал сейчас Матвей Николаевич полностью систему, но, Владислав Петрович, я сегодня собрался до еще проектирования. Я хочу подключить всю общественность по экологии, которая могла бы мне помогать в проектировании. То есть мы могли бы на последнем этапе обсуждать и говорить, но я не хочу этого. Я хочу, чтобы это было все сделано во время проектирования, и чтобы вы участие принимали уже при проектировании, а не когда я там принес проект и показываю всей общественности и говорю, вот здесь будет завод, вот мы его спроектировали. И вы будете потом задавать кучу вопросов, а почему так спроектировали и так далее. А здесь вы будете участниками проектирования. То есть вы будете знать все больные точки при проектировании. Вы будете понимать, где минусы, где плюсы. И, соответственно, вы будете корректировать и помогать мне в корректуре вот этого всего проекта. Мы готовы в этом принимать участие с самого начала, только чтобы все было прозрачно, чтобы с самого начала все доводилось до населения, и чтобы мы в этом тоже могли принимать активное участие. Мы готовы. Вот мы сегодня на этой стадии, на нулевой стадии. Да. Вот вы участники сегодня. Вот мы только сели за стол, и просто мы первую бумагу подписали о том, что намерение есть. А теперь мне нужно, чтобы я вместе с вами каждый шаг этот проходил. Не так, что я в конце вас оповестил и сказал, что вот он, у меня готовый проект, мы потратили кучу денег, и вам уже никуда не деться от этого проекта. Нет. Я хочу, чтобы с самого начала мы прошли вместе с вами весь этот этап. Отлично. Только не надо видеть в нас врагов. Нет, Развитие прогресса. врагов я бы здесь с вами не собирался. Я, наоборот, хочу сказать, что прекратить вот эти все всякие гонения или там непонятные и так далее. Я открыт всегда, понимаете? И хочу, чтобы вы тоже так же открыто со мной говорили, не боялись, так же, как и я. Друг другу в глаза смотрели, потому что всем здесь жить, понимаете? Детям здесь жить. И я не хочу, чтобы кто-то потом говорил мне адрес, что он неправильно там сделал или он создал тут трудности какие-то. Я хочу, чтобы все мы развили республику и сделали ее нормальной, красивой. Согласны. Поэтому еще вопросы давайте. Вот в начальной стадии работы, как вы видите, как мы будем вас всех приглашать, или мы создадим какой-то, как там называют, какой-то комитет или какой-то орган, или рабочую группу назовем так, которая будет работать, и каждый шаг вместе будем как-то согласовывать и делать. Вот Рустам Николаевич говорил насчет экспертной группы.
Вот в такую группу могли бы наши представители войти, специалисты тоже. Но мне нужно такое, знаете, чтобы получилось так, что все эксперты, которые вот вы где-то собрались, проголосовали, сказали, вот 10 человек мы выделяем вам экспертную группу, или 5 человек. И я с этой группой работаю, но чтобы всем было доверие, чтобы не получилось так, что я выбрал там сам каких-то 5 человек, а у вас доверия нету. Чтобы вы сами все собрались и приняли решение, что вы доверяете этой группе и говорите, что она будет являться тем звеном, которое будет вас потом в дальнейшем информировать, собирать и рассказывать весь процесс этого строительства или проектирования. Да, Андрей Владимирович, совершенно правильно. Мы представим такой список. Отлично. Согласуем с вами. Отлично. Теперь еще вот давайте вопросы, потому что вот сейчас начальная стадия. Мне очень важно, чтобы вы помогли мне, ну, соответственно, и я сам что-то, какие-то вопросы мог поднимать и спрашивать. Андрей Владимирович, разрешите? Да, пожалуйста. Галактионов Евгений, Нерюнгринский район. Значит, вот знаете, честно говоря, вот о чем сегодня на совещании мы присутствуем, слушаем, да, всех выступающих. На самом деле, действительно, как руководители сегодня промышленного района такого, мы, конечно, очень заинтересованы в развитии, да, промышленности в нашем непосредственном регионе. Понимаем тоже, что это очень важно, потому что это будет плюс не только Нерюнгринскому району, но и, понятно, и республике, я думаю, и государству в целом. Но вот вы абсолютно правильный формат, мне кажется, да, вот сегодня обозначили в том отношении, что вот ваша открытость, да, почему я это говорю? Потому что я сам выходец с Якут-Угля. Значит, сегодня зачастую вот ситуация, которая происходит в Нерюнгринском районе, значит, понятно, номер один вопрос – это экология. Понятно, у нас сегодня предприятие, ну, скажем, одно из ведущих предприятий, которому уже довольно-таки много лет, Якут-Уголь, и оборудование где-то модернизируется, то есть не так мало лет ему, да, оно уже взрослое, довольно-таки взрослое. И, естественно, где-то сталкиваемся с тем, ну, с теми вопросами, которые нам сегодня жители Нерюнгринского района задают. И не только нам, главе республики, я думаю, и вам в том числе. Поэтому вот та открытость, которую вы сегодня как бы призвали, да, это очень хорошо. Потому что зачастую, к сожалению, к большому, те компании, которые где-то приходят, развивают, я думаю, эта тенденция во многом идет и по всей России, они зачастую там по ряду какой-то своей политики внутренней, да, закрыты немножко. То есть это связано, может быть, с какими-то акциями там на IPO, еще с чем-то, да, то есть, ну, есть внутренняя политика, вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому, если вот на сегодняшний день, я так думаю, что, наверное, жители Нерюнгринского района, не понимая вот подхода такого, наверное, против, вот если так задать вопрос. Но если мы построим сегодня работу вот в этом ключе непосредственно, да, и будет открытость и прозрачность, и людям будет объяснять и говорить, что да, это нужно, потому что вообще-то в целом они тоже понимают, что это рабочие места, это, ну и так далее, да, это развитие. Но если будет эта открытость, и мы будем правильно двигаться, о чем вот вы сейчас этот формат предложили, я думаю, наверное, тогда мы какой-то получим, ну, положительный, скажем, такой результат. И хотелось бы, чтобы обязательно, да, в этом ключе и проводилась работа, ну и хотелось бы, чтобы кто-то тоже был с Нерюнгринского района в этой группе, я имею в виду в общественной, хотя бы представитель. Евгений Витальевич, отлично, правильно вы сказали. Двумя руками тоже вот согласен, поэтому мы и пригласили вас сегодня, чтобы вы тоже создали такой общественный совет, чтобы вы могли тоже в этой части, потому что земля ваша, вы ближе всего будете находиться, и, соответственно, мне бы хотелось, чтобы все чувствовали себя равнозначными в этой стройке и пониманием, что она сегодня даст плюс, и если минус, какой она даст, как мы его закроем, этот минус, и чем закроем. Пожалуйста, еще у кого какие, давайте вопросы. Хорошо, я понял, что для первого начала мы как бы делаем это дело, но и протокольно мы сегодня сделаем таким образом, чтобы
глава создал такую общественную группу именно по данному проекту, для работы с данным проектом. И, соответственно, общественность, я прошу кого-то старшим, кого тут назначим, там, скажем, ну, Владислав Петрович, раз вы первые задавали вопросы, создать такую общественность, дать нам список, которым мы создадим вот эту рабочую группу экологов, которые будут контролировать и курировать данный проект. Хорошо, согласна. Срок давайте, 10 дней хватит вам всем? Да, конечно, хватит. Хватит, да? Отлично. Тогда Евгений Витальевич, то же самое. Хватит 10 дней? Да, мы думаем, хватит, конечно. Отлично. Тогда вот, Максим Викторович, все вот эти надо будет получить данные и создать общую рабочую группу. Хорошо, Андрей Владимирович, прошу всех в адрес Минпромгеологии направить предложение, пожалуйста. Можно пару слов сказать? Да, пожалуйста. Александр Жураковский, председатель общественного экологического движения «Сохраним природу Якутии». Мы отправляли на ваше имя письмо по данной компании, с которой вы подписали соглашение, и просили направить нам экземпляр соглашения. На сегодняшний день мы пока его не получили, потому что действительно людей беспокоит то, что вот, группа «Цзинань», металлургическая компания, ее в 2019 году закрыли ее завод в этом одноименном городе в связи с тем, что этот город входит в десятку самых загрязненных городов мира, так сказать. Поэтому тут есть вопросы по технологиям, конечно. Будет ли та же технология, которую они в Китае применяют, здесь работать или нет? И, конечно, будут ли там работать наши люди? Это один вопрос. Так, второе. Не войдет ли эта компания в Южно-Якутский ТОР, например? Тогда и налогов-то у нас не будет, наверное, да? Это второй вопрос. Вот. Теперь я бы предложил еще, кроме этого, государственная экологическая экспертиза будет же. Вот сделайте общественную экологическую экспертизу, включив наших представителей. Мы тут с Владиславом Петровичем, я думаю, знаем кого. И Киприянова обязательно, заслуженный эколог России, там должна быть. И Гежа Анатолий Иванович, представитель Нерюнгинского района. Ну и мы, наверное, там будем. Поэтому мы сейчас вот для того, чтобы мы как бы ни в коем разе не говорим, что он не нужен, этот проект, но мы говорим, что он должен быть, как говорится, контролироваться общественностью, потому что как бы мы не пошли по пути этого города Цзинань, и я думаю, никому этого не хочется, ни вам, ни мне. Естественно, мы хотим, чтобы рабочие места были и все остальное. Поэтому я предлагаю вот эти, как говорится, по экологической экспертизе, прошу ответить по ТОРу и по китайцам, так сказать. Вот Да, так. спасибо. Значит, мы договорились о том, что ответ мы вам готовим, дадим, вышлем это все соглашение. Никаких у нас тайн нету в этой части. Ну и по самому предприятию, Максим Викторович, ты скажешь или Рустам Николаевич? Давайте я, наверное, прокомментирую. Уважаемые коллеги, мы с вами не являемся специалистами в китайском языке. Там плохо слышно, Рустам Николаевич, что-то поближе к микрофону. Да, у меня просто, еще одна видеоконференция началась с китайскими компаниями. Слышно сейчас, да? Да, хорошо. Мы, к сожалению, с вами не являемся специалистами в китайском языке. Вот господин Кондрашин его знает. Но поверьте на слово, фамилия Цзинань не имеет никакого отношения к городу с одноименным названием. Так же, как моя фамилия, точно не имеет отношения к городу Макаров, точно, в Хабаровском крае. Значит, компания господина Би расположена в городе Таньшань, провинция Хэбэй. 45 минут на скоростном поезде от Пекина в сторону Бахайского залива.
Провинция Хэбэй – крупнейшая сталелитейная провинция Китая, на территории которой расположены самые современные производства. Мы там были, и Андрей Владимирович в свое время был, и я был, и коллеги, наверное, не были, да, с Якутии, к сожалению. Вот, мы обязательно съездим. Поэтому я сразу, да, чтобы все точки над «и» расставить, фамилия человека с названием города, о котором вы говорите, не имеет ничего общего. Это фамилия акционера. Цзиньань. Более того, фамилия с твердым знаком, если по-русски, а город пишется без твердого знака. Там есть определенные вот эти иероглифические казусы. Поэтому вы информацию хорошо, что нашли, вы правы по сути информации, что это грязный город. Вот, Да, лучше заранее знать. Да, принимает какие-то меры, но к нашему проекту, упаси Боже, мы никакого отношения не имеем. Я поэтому постарался сразу нейтрализовать эту ситуацию. Не-не-не. Город Таньшань, провинция Хэбэй. Можете для себя сказать? А Тору что можете сказать? По Тору я могу сказать следующее. В свое время, когда мы разрабатывали систему территории опережающего развития, федеральный закон, мы говорили о том, что каждая отрасль – это возможность отдельного регулирования в рамках Тора. Мы конкурируем с вами, с другими экономиками мира, когда зовем к себе инвесторов. Господина Би мы отговорили от инвестиций в Индонезию, это правда. Там можно вот в интернете посмотреть, господин Би в Индонезии даже компанию когда-то создал, мы умудрились его отговорить от Индонезии, он переметнулся в хорошем смысле слова в Якутск. И в Якутию мы этому на самом деле рады, это такая внутренняя маленькая победа, и 2 года вот этим мы занимались. Преференции Тора, они необходимы как минимум для того, чтобы нам соответствовать тому международному стандарту, который есть. А вопрос, какие налоги оставить в субъекте, а какими поступиться, я думаю, Министерство экономики республики меня поддержит, и мы, когда будем заключать соглашение с господином Би, с его компанией о преференциальных режимах, мы можем обсуждать. Есть примеры других торов, когда региональные налоги сохраняются в том объеме, в котором определяет и сам субъект Российской Федерации, и, кстати, законодательное собрание этого субъекта. Вот. Есть 100% преференций по федеральным налогам, потому что мы понимаем, что иначе мы не привлечем. Есть новые механизмы, которые на Дальнем Востоке пока еще вообще никак не реализуются. Эти механизмы, в принципе, не связаны с налогами впрямую. Это механизмы компенсации затрат на инфраструктуру. То есть здесь, дабы мы находимся, как сказал Андрей Владимирович, в самом начале пути, у нас полной картинки применимости тех или иных законодательных решений нет. У нас даже сегодня нет решения о том, что это вообще будет Тор. По нескольким причинам. Первое, мы не видим пока земельный участок, то есть мы не знаем, где будет находиться этот завод. Есть параметры, которые нам китайский инвестор выставил, и мы ждем от соответствующих министерств предложения. Мы не знаем, будет этот участок в территории опережающего развития или нет. Мы будем смотреть на то, как применить, может быть, закон о приоритетных масштабных инвестпроектах Республики Саха-Якутия. Применение такого режима сразу блокирует присвоение статуса резидента ТОР. То есть мы сейчас будем опять, вот слово баланс, оно ключевое, мы будем смотреть баланс, но мы должны, когда мы смотрим этот баланс, понимать, что мы находимся не хуже, но на одной и той же линии с теми экономиками, которые переманивают у нас инвесторов тоже. При этом нужно смотреть, кроме прямых налогов, все-таки смотреть еще и косвенные доходы и бюджета, и населения, потому что заработная плата, с которой, кстати, все равно платятся налоги, так или иначе они платятся, заработная плата является стимулом для того, что существует вокруг. Сервисные компании, я вот на это хочу особо обратить внимание, это для Нерюнгринского района ключевая вещь, коллеги не дадут сейчас собрать. Вокруг любого промышленного предприятия, чем оно сложнее, тем их больше сервисных компаний. Сегодня в Нерюнгре идет добыча угля.
Что такое сервис для добытчиков угля? Сервис – это перевозка угля и ремонт машин. Когда мы говорим о строительстве металлургии, сервис – это колоссальное количество энергетических, энергостроительных, энергоремонтных, водоснабжающих, водоподготовительных, воздухоразделительных сервисов, как аутсорсингов. Это обслуживание сложнейших механизмов, автоматизации. То есть это, в принципе, новый пласт сервиса, который придет в республику с новыми рабочими местами, помимо того, что мы создаем. А эти сервисы платят налоги, ну, я думаю, что в полном объеме. Поэтому вот это очень большая работа, потому что, коллеги, мы с Андреем Владимировичем идем к тому, чтобы все-таки сделать не просто Коксахим, а Коксахим как первый шаг строительства металлургии. Просто металлургии нет без железной руды, но мы до конца этого года надеемся вместе с вами порадоваться тому, что все-таки мы сделаем то, что планировалось в Советском Союзе. В Южной Якутии построить металлургический, пусть небольшой, да, по отношению к нашим российским гигантам, но предприятие, которое, ну, во-первых, обеспечит металлом Дальний Восток, а во-вторых, создаст новую базу, когда все деньги, все люди, все останется внутри республики, чтобы ничего не вывозилось, все было здесь на месте, и вывозился уже готовый, высококлассный, высокомаржинальный продукт. Поэтому постарался вот опять долго отвечать, но, коллеги, решение сегодня о том, что это будет статус резидента территории ближайшего развития, такого решения сегодня нет. Да, если можно, Рустам Николаевич, я чуть дополню. Вот Кондрашин Александр, руководитель агентства по привлечению инвестиций Якутии, для тех, с кем пока не знаком. С Рустамом Николаевичем мы эти проекты, эти инициативы ведем с, получается, апреля 2019 года. Да, и я хотел добавить две вещи. Во-первых, это то, что инвестору всегда у нас действует, ну, такое универсальное правило, что мы предлагаем лучшие возможные условия. И если финансовая модель, если этот проект, если баланс интересов в нем будет соответственным образом отражен, да, он будет, инвестор, скорее всего, сам уже даже выбирать, да, что ему предпочтительно, РИП там будет, или ТОР, региональный инвестпроект Якутия, да, или это будет резидент территории опережающего развития. То есть по преференциям эта работа еще впереди. Это вот я хотел бы подтвердить, это раз, и то, что мы будем ориентироваться на лучшие возможные условия. И во-вторых, хотел бы добавить, да, что вот у нас участвует Евгений Витальевич, да, Галактионов, с нами в ВКС же. И очень важно понимать, что этот проект, большой проект, металлургический проект, да, от которого Коксахим не является только частью, это не первый в своем роде такой проект, который за собой должен привести множество других сопутствующих предприятий, сервисных и так далее. То есть у нас же есть кейс Колмара, да, который, кстати говоря, насколько я понимаю, 9 апреля, то есть на следующей неделе запускает Восточную Денисовскую фабрику, и влияние этого проекта на развитие Южной Якутии очень сложно как бы описать иначе, как крайне положительное, потому что если бы этого проекта не было, в принципе, альтернативно рассматривалась в то время возможность закрытия города, насколько я знаю. Да, сейчас этот город растет, и он, ну, в силу как раз именно косвенных налогов и появления множества сервисных предприятий, создания полноценного промышленного кластера вокруг этой компании, он расцвел, да, то есть и нам нужно просто дальше развивать это, дальше развивать свой промышленный кластер на юге Якутии, делать это поступательно, шаг за шагом и не останавливаться. Спасибо, Александр Игоревич. Все. Так, еще вопросы есть? Ну, давайте вот первый шаг мы сделали, первый шаг такой. Можно, да, Андрей Ильич? Да, пожалуйста. Да, буквально очень коротко, как руководитель профильного комитета, курирующего вопросы метропользования и экологии. Ну, очень коротко. Во-первых, Андрей Ильич, вам спасибо, что поступаете правильно, сразу же обсуждаете по таким вопросам, волнующим население с общественностью,
с депутатами и так далее. Это правильный подход. Но я как руководитель комитета всегда поддерживал и буду поддерживать создание новых видов производства на территории республики, так как понимаю, что значит, только в этом случае у нас могут появиться дополнительные доходы в бюджет республики. Но при этом, конечно же, мы должны приветствовать только те предприятия, которые применяют экологически безопасные технологии с минимальным воздействием на окружающую среду. Это главное требование. Значит, для наших гостей в порядке информации я хочу сказать о том, что Якутия, жители Якутии, они в свое время настрадались из-за техногенного воздействия. Во многих точках у нас очень серьезные болячки. Это результат деятельности различных предприятий в советское время. Вот почему якутяне очень болезненно воспринимают разные виды производства. Потому что на себе ощутили. Вот возьмите реку Вилюй. Последние 60 лет вот эти река Вилюй и Марха, они практически погибли из-за деятельности добывающих предприятий. Таких случаев очень много. Поэтому правомерно наша общественность, наши общественные экологи беспокоятся. Вот. У меня значит, предложение, поскольку от проектирования зависит практически многое. Вот. Чтобы все стадии проектирования были открытыми. Да. Вы должны предоставлять максимально открытую информацию по каждой стадии проектирования, чтобы было народу, людям, депутатам понятно и ясно, что там будет на самом деле. Какие технологии будут применяться при создании этого производства. Это первое. Второе, мы один из тех немногих субъектов, которые приняли экологическую доктрину. Я бы просил вот руководителей, тех людей, которые занялись этим проектом, взяли данный документ на вооружение. Вот эта доктрина должна быть практически настольной книгой у вас. И наш уникальный тоже закон об ответственном недропользовании, которого нет практически в других субъектах Российской Федерации. Ну и в-третьих, конечно же, очень тесно и работать вот возможность вновь создаваемой экологической комиссией или экологическим советом, состоящим в основном из числа общественников. Только таким образом вы можете достучаться до населения. А мы, если будет действительно соблюдена вся нормальная технология при проектировании, учтена экологическая безопасность, будем, конечно, поддерживать. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. Я согласен полностью, и мы тоже будем взаимодействовать, и депутатский корпус весь, это народные депутаты, я думаю, в первую очередь будут всегда полностью, я собирать буду и рассказывать, тем более вот сейчас перед депутатами народными хочу выступить. Он сидит, он разговаривает. Да. Вот он сидит. Выступить, поэтому считаю, что это все правильно вы говорите, и мы открыты и хотим вместе наконец-таки вот найти ту нишу и вместе со всеми с вами работать. Не стоять там по разные стороны берега реки, а быть в одной лодке по этой реке, понимаете? Поэтому я за открытость, и каждый этап, и каждое движение, все будете вы знать. Все соглашения, которые мы подписываем, все решения, которые по земле будем делать, по всем технологическим подключениям, по проектированию, по выбору проектной организации и так далее, так далее. Каждый шаг. И будем даже заслушивать первый там этап проектирования, второй этап проектирования.
То есть мы уже будем идти к общественному слушанию. Уже вы будете в курсе дела всего. И вам только останется проголосовать и сказать, да или нет проекту. Понимаете? Вот наша задача. Спасибо. Поэтому еще раз спасибо всем вам. Я думаю, давайте вот первый этап мы начало положили всего этого дела. Сейчас создаем рабочую группу, делаем план-график работы группы. Что, когда, на каком этапе собираемся, смотрим, делаем, двигаемся, обсуждаем и работаем. Спасибо. Если вопросов нету, спасибо огромное всем Спасибо. за работу. Спасибо.